Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam, Масарга. Hi, Никита. Так. Wa alaikum assalam, Масарга. Учуам слухай, так, на улицу сейчас я посмотрю, сколько человек, а потом уже поговорим на разные темы. Модератор, вот как раз мне это в первую очередь надо узнать, слышно, видно, как все там со звуком, с изображением. Wa alaikum salam. Adam one Bors, how you doing, Ganzor? Umadui. Everything is fine, Alhamdulillah. Умадес, да, что, Алхамдулилlah. Делер, Маршал Хуил. Ва алейкум ассалам. Так, вы массу хайжа, так, дистхерду веда Аллах. Артур, я как с английским языком? У меня с английским языком хорошо. If you want, you can speak in English, no problem. Так, если ты про перевод, то могу сказать, что по чуть-чуть, но работаю. Продвигаемся, можно сказать. Ва алейкум ассалам, Масарга. Да и Картвели, я тоже приветствую вас. Так, сейчас истина победит. Ва алейкум ассалам. Анзор, почему во времена шейха Мансура нет никаких упоминаний про чеченцев? Ни в одной серьезной истории нет упоминаний, только у чеченских историков. Ну, что тут ответить? Потому что наша история всегда уничтожалась и кем-то писалась. За нас писали нашу историю. И, конечно же, мы должны были как бы делать на эти источники ссылки, как бы по незнанию. Но сегодня мы можем говорить об этом. Есть люди, которые работают с историей. Ну, времена Мансура, вот как ты говоришь, шейха Мансура, это очень такие, там в то время проходили такие знаменательные события. Вот, борьба за наши права, за наше существование и сопротивление против оккупации, против России, скажем так. Вот. Ну, как я говорю, за нас писали, и сегодня пытаются некоторые, вот, скажем, Россия пытается изменить нашу историю руками разных марионеток, там своих людей, и пытаются это сделать, но у них сегодня это не выйдет, не получится. Волк, Анзор, ты слышал, как Кадыров ругает того парня Джумаева? Чего больше может сказать такой человек против, к примеру, этого парня? Да, этот парень герой. Он молодец, он настоящий чеченец. Если кого-то рядом ударили, он постоял за этого человека. Но я не понимаю тех людей, которые стояли рядом и, скажем так, не защитили его. Да? Они должны были в первую очередь стоять горой за него. Не позволить этим космонавтам отдать этого пацана. Так что он для нас, для всех нас, он герой.
Ахмат не сила. Анзор выставляет дальше такие короткие ролики, их быстро распространяется, и эта система хорошо работает, система Shorts называется. Ну, сделаем, иншаллах. Нох чо нох, сахалдей, алхамдулилlah, дигду, шадек. Чеченский след, рязанский сахар. Да, вот я об этом и говорю. Нашу историю сжигали, уничтожали. Даже во время, когда наш народ выселяли, мы все это помним, то есть знаем по рассказам наших стариков, скажем так, в первую очередь сожгли книги. Все, что у нас было. В больших населенных пунктах, говорят, были большие костры, горели, и горели наши вот тептерш, вот, как говорится, книги. Сжигалось все. Скала Анзор, почему решил закрыть канал? Да, у меня сегодня были такие мысли, честно скажу. Но мысли не о том, чтобы закрыть канал, а вот как бы заморозить этот проект. Не то, что я устал там, или там кто-то, я даже читал, что кто-то на меня надавил, но никто на меня не давил, не сможет надавить. Вот. Ну, было такое, были такие мысли. Заморозить именно. Вот. Сейчас пойду дальше. Борс, Швейц, так, 5 февраля, без срока давности, 2000 год, 5 февраля, Алды, помним и не забудем. Далде Галболь Масо, Сдинаха, Вишта, Вежри, Массера, Далгазот По, Балдольсер, Далде Галбойлюш, Аллахи, Докумдор Цаалилинок, Цаадинок, а теперь на русском. В этот день, как пишет Борс, 5 февраля, то есть получается завтра, это трагическая дата, российские оккупанты вошли в этот населенный пункт, в село, и зверски убили, издевались над простыми людьми. Как я помню, самому старшему было 75 лет, и среди них были женщины, даже, скажем, беременную женщину убили, издевались, сжигали, расстреливали. Вот как нам показывали, скажем, в советское время по телевизору, как вот немцы со шмайсерами вот заходят в населенный пункт и расстреливают. Та же самая картина была. То есть эти варвары, эти оккупанты зашли в это село и убили мирных жителей. Перед своими там неудачами. Василий Долгстер, доброй ночи, доброго вечера, утра. А у нас ночь. Доброй ночи. Картинка, кажется, зависает, да? Насколько я понял. Валейкум ассалам, Джахар Дудаев. Алхамдулилlah, все хорошо. Живы, здоровы. Все хорошо. Вот насчет событий в Новой Алды. Абдулмалик Нохчоев. Троих с одного подвала мы собрали в 20-литровой кастрюле. Вернее, их пепел. Да, вот те события, которые произошли в Новых Алдах, происходили в Старой Сунже,
Самашках, в других населенных пунктах, Курчалой, Мескерюрт. То есть каждый день убивали чеченцев. Даже не только чеченцев, а и другие национальности, которые жили на территории Чеченской Республики Ичкерия, то есть наших граждан. Убивали всех мирных граждан. И все это делалось для того, чтобы показать, вот показывая эту жестокость, они хотели показать, что война будет совсем другая, не такая, как раньше, которая была раньше. Хотя и во время Первой войны они совершали такие акты. Но во время Путинской войны это зверье просто озверело. И даже вот больно вспоминать, больно рассказывать то, что они делали. И еще что там можно добавить к этому. Есть такие, которые сегодня называют себя властью в Чеченской Республике. Это на самом деле те, которые прикрывают этих убийц, называют их героями, своими героями, тех людей, которые убивали мирных жителей. И даже помню, как Кадыров как-то сказал, ну и что в Новых Алдах убили 100 человек, его высказывание. Вот. Каламеха больше несу. Так. Имя, фамилия. Вот ты пишешь, Анзор, я всегда мечтал стать рядом с твоим отцом и умереть рядом с ним. Ну, брат, не знаю, как и что сказать тебе. Есть много чего, что ты можешь сделать сегодня. Ради всеобщего дела, ради народа, ради истории. Так что все впереди, можно сказать. Димаш, 96, валикум салам. Правда ли, что в Чечне Россия потеряла 90% элитного спецназа ГРУ «Альфа-Вымпел»? Ну, я не могу сказать, что именно 90%. Я не думаю, что 90% они потеряли, но потеряли очень много. Даже я на канале Низам выкладывал такую запись, где говорит Масхадов, наш президент, что во время Второй войны в первую очередь уничтожается, убивается, как это можно сказать, вот именно вот эти спецназовцы, элитные войска, скажем так, вот ГРУ, Альфа, Вымпел, то есть в первую очередь их убивали во время войны. И это люди, к примеру, как он говорил в этой записи, что для того, чтобы он стал там хорошим военнослужащим, да, вот, то на него потрачено очень много денег, там много лет потрачено для того, чтобы он стал ГРУшником, Альфа или Вымпел. И это были те, которые участвовали в разных войнах, там, в Эфиопии, в Афганистане, в Ираке, по всему миру. Волк, ты пишешь, Адам Борс, тут и женщины сидят, тому
Я говорю, Вестхал, да, правильно говоришь, на Нохчиматая, Дулас Вестхал, вес. Мирш Бала, Вейнюка, Стагша, Вестхал, вес, Багардош, Алит, Далит, Садиесу. Как найти, ты спрашивал у меня, Анзор, продолжение будет? Ну, я не понял, если честно, твоего вопроса. Продолжение чего? Продолжение чего? Артур, когда говорят про Кавказскую войну, то почему сразу вспоминают про Чечню, Дагестан? Ведь русско-кавказская война началась в Кабарде. Много времени воевали черкесы и закончилась в нынешнем Краснодарском крае. Я скажу, что нет, мы не говорим, что воевали только чеченцы или там дагестанцы. Да нет, это не так. Мы все, кавказцы, наши братья, наши соседи, вели эту Кавказскую войну, большую Кавказскую войну. Там же были и, как ты пишешь, черкесы, ингуши, чеченцы, дагестанцы. Все там были, все воевали. Алейкум салам. Витя Фомин, который вопрос? Можешь повторить? Я сейчас попытаюсь найти твой вопрос. Что-то я не вижу. Фомин, Витя, повтори, пожалуйста, вопрос. Василий Долгтрев, Анзор, ты же знаешь несколько языков, как насчет онлайн-обучения молодых чеченцев? Ну, та работа, которая проводится вот в проекте Низам, именно направлена для того, чтобы сохранить эту историю, чтобы говорить, вот там затрагиваются вот такие эпизоды нашей трагической истории. Ну, если я еще буду заниматься и этим вопросом, то у меня и рук не хватит. Вот. Ну, конечно, это хорошо. Хотя бы так. Как найти? Анзорка, насчет продолжения будет. У тебя стрим вообще как бы завис и закончился. Вот я и спрашиваю. Хорошо, теперь понял. Баркал, Деврейсвил. Спасибо. Витя Фомин советовал книгу, брат. Помнишь, не прочитал ее, брат? Валикум салам. Да, я помню, ты мне раньше говорил. Нет, честно скажу, пока нет. Руки как бы не дошли. Был занят некоторыми вопросами, делами, поэтому я даже не успел бы. Но я помню, не забыл. Так. Я не знаю, почему зависает. У меня скорость нормальная, кажется. Вот. Скала Анзор по каналу ЧГТРК. Так, заявили, что во время президентства Масхадова на него сделал покушение, подрыв какой-то Читаев, ты пишешь, ну нет, фамилия неправильная. Вот,
якобы он эмир Джамата, и вроде бы он жил у вас, это правда? Нет, валлахи, биллахи, таллахи, вот я тебе вот так уверенно скажу, это неправда. Неправда это. Это вранье, это ложь. Этот канал вообще нормальному человеку нельзя смотреть. Там ложь. Неправда это. Бадац. Артур, я все видео пересмотрел с Басаевым. Интересно, есть еще где-нибудь на кассетах не опубликованные записи? Да, есть очень много не опубликованного. Витя, Фомин, Баракалла, амин, амин. Акуна Матата, валейкум ассалам, когда вернешься в Инстаграм? Да я подумаю вообще уйти соцсетей. Вот. Зачем мне Инстаграм? Имя, фамилия, иншаллах. Работа ведется. Иншаллах. Абдулмалик Нохчоев, я уверен, что запасы, уже дальше не понимаю, этим подрывом стоял Бараев. Ну, я понял, о чем ты. Да. Ладно. Скала. Сейчас зачитаю твой вопрос. Приходилось ли в годы войны встречаться Аслану с бывшими сослуживцами? И если да, как офицеры относились к этой войне? Я знаю одну встречу, общение нашего президента, то есть моего отца, с его бывшим командиром. Его бывший командир, его фамилия Боковиков, командир по советской армии, он обратился к отцу, чтобы с предложением о почетном плене. То есть Масхадову предлагалось выехать из республики, остановить сопротивление, то есть пойти на сдачу, и предлагалось вот так, именно такими словами, все, что запросит Масхадов, ему давалось, и он как бы имел право вывести своих всех, даже родственников. То есть это было предложение российской стороны через его бывшего командира Боковикова. Дважды, как я помню, дважды. У меня даже есть аудиозаписи, сохранены. В один прекрасный день я опубликую это. То есть предлагался почетный плен. И я то, что знаю, что Масхадов ему сказал, если, сейчас помню его слова, если вы знали меня как офицера, но вы меня не знали как человека. Вот. То есть он не принял никакого
предложение и был даже недоволен тем, что ему это предложили. Он на этот почетный плен не пошел. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, я, наверное, медленно иду по комментариям, но я постараюсь побыстрее. Так, Расим Нудуралиев. Сейчас, секунду. Алейкум ассалам, брат. Что вы думаете про Ямадаевых, предателей чеченского народа и о их потомках, да? Или потомках? Знаю одного родственника этих Ямадаев, зовут его так-то и так-то, и он хвалил Кадыру. Ну, конечно, будет хвалить. Это одно и то же. Один хозяин. А что про Ямадаевых я знаю? Я знаю, что они провоцировали внутричеченский конфликт в 98 году, 99 году. То есть, чтобы все это было на руку России, сценарию России. Вот. Они имели хорошие связи, как потом подтвердилось, работали на них, на Россию. Вот. И Россия же их потом не убила руками своих марионеток. Это предатели, как ты пишешь, это предатели. Такие предатели, которых наша история никогда и не видела. То есть то, что они сегодня вытворяют, это все для нас новое. Новое. Стейт Асаев, что будет в ближайшее время с каналом? Будут ли доступны эти бесценные видео на канале? Но я чуть выше говорил об этом, но скорее всего, вот, как бы у меня мысль была заморозить сам проект Низам по кое-каким причинам. Ну, даже были мысли, чтобы кому-то даже передать. Ну, я видел даже в комментариях, кто-то написал. Да, у меня была такая мысль, чтобы кому-то передать это. Вот. Ну, все будет доступно, иншаллах. Алейкум салам, ассалям. Зашквар македонский. Тебя мой модератор заблокировал, но я успел прочитать. Вот. Мы вам предоставим историю. Вот я к нему обращаюсь. Предоставим, и мы будем ее хранить, и ничего вы не сможете сделать. Свою историю вы можете написать, но вам никто не верит. Я говорю это тем предателям, которые работают на Россию. Так что... Что значит слово «низам», Роман Кириллов? Низам – это порядок, дисциплина. Ну, по-разному так переводится это слово. Вот. На турецком, арабском, кажется, да. Болд Монк. От Навального нам польза будет, если он станет президентом России? Для меня, мое мнение, вообще для нас, чеченцев, нам нет разницы, кто встанет во главе России
будет в Кремле там. У нас один только интерес, чтобы в Кремле был, в руководстве России был человек адекватный, который может и умеет дружить и хочет дружить со своими соседями, вот, искать с ними мир, а не провоцировать там-то и там-то конфликты, войны, не вторгаться, когда им захочется. Вот. Мы хотим этого. Будь это Навальный, будь это, не знаю, кто-либо, без разницы. Мы хотим стабильности, мы хотим безопасности, как говорили наши лидеры. Мы хотим гарантии безопасности для нашего народа. Вот. И чтобы никто нас, как народ, не оскорблял, не унижал, как это было, да, там как-то Навальный тоже высказывался, не надо этого было делать, не надо. Если человек дальновидный, то он никак не будет высказываться так плохо о народе. Нельзя такое делать. Имя, фамилия Анзор, если я не ошибаюсь, Халиду посмертно было присвоено звание генералиссимуса Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Да, действительно так и есть. У меня есть эти документы. И сделал это Абдулхалим Садулаев. Да, лазут по Будальцам. Это правда. Apple. Вот тоже интересный вопрос. Анзор, скажи правду, Аслан оправдывал поступок Басаева, захват школы, то есть школы в Беслане, наверное. Мы много раз об этом говорили. Там много чего неясного, и даже сейчас я не особо даже не верится, что Басаев даже стоит за этим, хотя он взял на себя. Ну ладно, пускай он стоит за этим, да, но, конечно, наш президент, ни один из наших президентов не оправдывал захваты заложников. Дополнить, что не Басаев убил, что не Басаев убил этих детей, а детей убил Путин. Он мог бы сохранить жизни этих заложников, этих детей. Мотор Кинг, я тоже приветствую вас. Анзор из Минска, вас приветствуем. Пишет он. Так, странник, Анзор, ты заботишься о своей безопасности? Ничего, все нормально, алхамдулилlah, все хорошо. Только трус будет их бояться. Только трус. Мы их не боимся. Вот, Muhammad Technology Innovation. Анзор, как думаешь, если еще 20 лет сохранится кадыровский режим, потеряет ли новое поколение стремление к свободе? Ну, когда мы говорим о свободе,
То есть имеется в виду, что мы хотим этих гарантий безопасности нашего народа. Конечно, наше поколение, все мы, наш народ будет стремиться к этому. Вот. В этом-то и заключается наша свобода, когда мы говорим о свободе. Иншаллах, в один прекрасный день все будет хорошо. Мы обязательно вернемся к тем договорам, которые были заключены с Россией, вот, к тем встречам, к тем их высказываниям. Я верю в это. И все как бы идет к этому. Вот, я имею в виду события в самой России, вокруг России. Путинский режим, он не вечен, вот, если так коротко сказать. Так. Василий Долгтрев, да, вот как раз я об этом и говорил. Самое главное, смерть заложников, убийство заложников. Вот целенаправленно отдал приказ, Путин отдает приказ на штурм. То есть он прекрасно знал, что эта школа будет атакована огнеметами, и что там стояли танки, которые были использованы во время штурма. Только больной человек отдаст такой приказ на убийство детей. Ладно, произошло там такое событие, трагическое событие, захват заложников, но это можно было бы решить в то время. Можно было бы. Анзор-то пересекался с Кадыром-младшим когда-либо. Как я вспомню. Давай я не отвечу на твой вопрос. Коротко. Знал их всех. Всех знал. Всех знал. Лол, Кек, как думаешь, появится ли такой же человек с политическими взглядами, примерно как у Навального в Грозном? Мы не можем заглянуть вперед, мы этого сделать не сможем, но то, что сейчас там, который называет себя властью, все это изменится. Властью в Грозном имеется в виду. И все встанет на свои места. Кто бы там ни был президентом после Путина. После Путина все изменится, я к этому. Все изменится. М.А. Почему Шамиль Басаев пошел с походом на Дагестан? Слышал, Березовский его использовал в своих целях и простимулировал 25 миллионами долларов, и это дало повод России начать вторую войну. Это не повод. Чеченцы в Дагестан не вторгались. Шамиль Басаев в Дагестан не вторгался. Вторая война была запланирована еще в 1996 году. Вот. Шамиль Басаев не был ни чиновником, ни министром, не занимал какую-то официальную должность в правительстве или в каких-то структурах наших. Он пошел туда как доброволец. Доброволец. И тем более, когда он уже пришел в Дагестан, боевые действия уже велись в Дагестане. Так что это не повод для того, чтобы начать вторую войну против чеченцев. Не повод. Ты опять задаешь этот вопрос, да, я уже ответил тебе.
Эрик Моралес. Анзор, думал ли ты пойти по стопам отца и стать военным в одной из стран мира дружественной ЧРИ? Ну, тот долг, который лежит на мне, я, конечно, никогда не останавливался, делал все возможное. Может, где-то кто-то не слышал про меня. Я, конечно, сейчас не буду говорить, что я делал. Но а насчет пойти военным, я не знаю, раньше у меня были такие мысли. Пойти там в военное училище, это давно было. Мне нравилось это направление, все военное. Конечно же, отец военный, поэтому. Потому что он меня всегда брал на учения, которые проводились в то время. Это во время Советского Союза. Мне это все нравилось. А сейчас, я не знаю, у меня сейчас другое направление. Так что все можно делать и по-другому. По-другому. Анзор, что скажешь, представитель ЕС Боррель прилетел в Москву обсуждать дело Навального. Сможет Боррель вытащить Навального или нет? Мое мнение, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Там какое-то, наверное, принципиальное решение, принципиальное действие Кремля. Посмотрим, что будет. Аль-Кавказус, валикум салам, брат. Твой отец оставил после себя добрую память, да помилует его Аллах. Аминь. Всех наших братьев и сестер. Скажи, Анзор, нынешний режим в Грозном является ли одним из факторов межнациональной розни на Кавказе? Нет, я так не думаю. Дело не в межнациональной розни. И этот режим, как ты говоришь, как мы все говорим, это продукт Кремля. Он был запланирован еще до ввода войск, до Второй войны. То есть все было запланировано, что будет именно так, что будет этот режим. Были уже готовые фамилии. Что касается фактора межнациональной розни, то есть, опять же, там тоже стоит Кремль. В основном это вина тех, которые разжигают эти розни межнациональные между нашими народами, между народами Кавказа. А нам на это нельзя вестись, нельзя. Это на руку России. Чтобы разделить нас, чтобы направить нас друг против друга, все это на руку России. Нужно иметь сабр, терпение. Хамзат, валейкум салам. Я вообще не согласен с тобой. Почему вы используете такой термин, европейские ичкерийцы? Вы о чем вообще говорите? Если чеченец живет в Саудовской Аравии, в Турции, в Европе, Америке, в Австралии, хоть где, он не австралийский чеченец, не европейский чеченец. Мы чеченцы и всегда оставались ими. Не надо нас называть европейскими чеченцами. И
ты этим оскорбляешь сотни тысяч чеченцев, которые выехали из нашей республики в поисках убежища, в поисках свободы, вот, спокойного места. Ты в первую очередь их оскорбляешь. Мало что. Мало. Хума Машая сдо. Да, Абдул. Угу. Эльдар, твой отец на последней передаче «Президентский канал» запретил Басаеву вторгнуться в Дагестан. Но Басаев ослушался его и вторгся. Смотрел эту передачу сам лично. Я скажу тебе, Эльдар, что Масхадов об этом узнал лишь позже, когда Шамиль уже был в Дагестане. Так что как-то не совпадает. Не совпадает. Но что бы там в России не говорили, там, что бы там русские не говорили, что, мол, Масхадов не осудил эти действия. Да, он осудил эти действия. И то, что говорит Россия, вот, мол, Масхадов не осудил, это неправда, это ложь. Он также, к тому же, назвал виновников всего этого, назвал виновников и предложил даже России создать такую комиссию, то есть после событий в Дагестане, взрывов домов в России, Масхадов обратился к международному сообществу, к самой России, что чеченская сторона готова помочь в создании независимого расследования, комиссии, которая разберется, кто стоит за этим. Кто стоит за этим. В первую очередь, это было не на руку для России. Вот. Им нужна была война. И поэтому они вот спровоцировали эти действия в Дагестане. И не Басаев это начинал. Это неправда, что он это начинал. Неправда. Там был Хачилаев, там был Багаудин, там были другие местные, дагестанские, вот, и такие дела. Мирослав Мисюров, привет, приветствую. Волк, да, я прочитал, спросил Багаудина, почему он звал на помощь Басаеву. Ну вот я как раз таки и сказал про это. Citizen of Ичкерия, алейкум салам. Нет, я репортаж, я этот канал не смотрю, я не видел, честно скажу. Хамзат, Ванзор, Дейлда, интервал, Сумсом, интервалира, Дельшеду, Хада, Мова. Я не хотел вас обидеть, обычно здесь так называют вас. Аллах, интервалсон, я знаю, вы все мои братья, иншаллах. Брат, вот кто мы.
Ну, поближе покажу. Где бы мы ни находились, мы чеченцы. Мы чеченцы. Ну, я это к тому, что не надо называть чеченцев евро-чеченцами там, и так далее. Ягуар, Ягуар, Анзор, ты хорошо говоришь на норвежском, ты работаешь там. Ягуар, Ягуар, как я приехал сюда, вот, ну, так открыто, честно скажу, нужно проходить курсы, это обязательно. То есть там 2 года, их можно сразу так пройти, сдать экзамены. То есть надо учиться, учить язык. Я его учил. Потом сразу же сдал 3 уровня экзамена с первого раза. Письменный и устный по норвежскому языку. Потом сразу же нашел работу. Так что, как и все остальные чеченцы, вот, не делю себя, я вместе с ними, я рядом с ними. Истина победит. И какой же президент был Масхадов, если узнал только после того, как Басаев уже сделал вылазку в Дагестан? Хорошим президентом был, да. Лучше, чем ваш, который отдает приказы на убийство своих граждан. Вспомните взрывы домов в России. Или там, я могу еще напомнить много-много разных событий. Так, Борс, Анзор, Джумаеви, вопрос. Мухальду аль-Хит он отпустят или реальный срок? Я очень Ал-Халхальду я затрудняюсь, как бы сказать. Конечно, я и не могу знать, но я очень надеюсь, что раз уж других отпускают, да, а тут чеченец, он постоял за тех, которые находились с ним рядом. И насчет реального срока, ну да, они могут ему приписать, но им лучше его отпустить. Вот. Раз уж других отпускают. Очень надеюсь на это. Конахуя. Диккантауя. Ва алейкум ассалам. Расим Нудуралиев, брат, кто убил Ямадаевых? Ямадаевых убили Кадыровы. Вот. Один из них был, как я знаю, был подорван чеченским сопротивлением. И я даже их имена не помню. Старший брат какой-то был. То есть ему позвонили, один из наших воинов чеченского сопротивления, на номер одного этого брата Ямадаевых позвонили ему и спросили, Руслан или как, Джабраил, кажется, был. Джабраил, ты дома? Тот ответил, да, дома. И те нажали на дистанционное управление, подорвали его. Такой случай, как я по рассказам знаю. А там одного здесь убили, другого в другом месте убили, то есть это убили Кадыровы.
Алейкум ассалам, Масайо. Лол Кек. Если Российская Федерация объявит войну в Украине, не на словах, а на действиях, возможен ли из-за этого конец правления Путина? Я думаю, что это уже конец Путина, потому что, ну, видно по событиям, и как ты вот написал, если Российская Федерация объявит войну, не на словах, ну как еще можно объявить войну? Каким еще образом объявляют ее? Вторглись, начали войну. Это Россия там воюет. Россия воюет. То же самое проходило у нас в Чеченской Республике Ичкерия в 1994 году. Тот же сценарий, российский сценарий. Якобы там оппозиция, и эту оппозицию подкармливает Кремль вооружением, танки дает, вертолеты дает, самолеты дает. Такой же сценарий был. Это была война. И Россия вторглась в Украину. Ну, крах будет, иншаллах. Скала ЧГТРК заявляет, что люди от Ичкерии в Европе занимаются ерундой, и нету будущего, и никакой почвы для возрождения Ичкерии. Как ты думаешь, почему они ведут эту информационную войну с вами и чего боятся? Они обрабатывают молодежь в первую очередь. В первую очередь. Вот. Внушают, показывают, да, вот то, что им хочется им показать. Зомбируют людей в первую очередь. Это и есть информационная война. Информационная война. То есть они занимаются ерундой на самом-то деле. Искажают факты нашей истории. Искажают. Лгут, врут. Ну, вы сами это знаете. Сами знаете. Болд, Монк, почему Закаев и другие наши организации не придут к единству? Что им посоветовал бы? Я устал советовать. Устал. Но мнение мое таково, что мы один народ, мусульмане, одна идея, вот, один враг. И после всего этого, что нам мешает встать рядом вместе друг с другом? Вот. Ради Аллаха, ради народа, ради нашей истории. Вот о чем надо в первую очередь подумать. Они не нужны там, не помогут какие-то там оговорки. Я не буду сейчас называть там имена, кто виноват, не виноват. Виноваты все мы, все виноваты. Аллах говорит, что будет единство, Он даст победу. Вот что я могу сказать. Зазам Чебишвили, Гамарджоба, брат.
Так. Вот я медленно опять иду. Ну, слишком много комментариев, поэтому. Имя, фамилия. Анзор, откуда появилась идея изменить имя Аслан на Халид? И не пожалел ли он то, что его поменял? Да нет, я никогда не слышал, чтобы он жалел или не жалел. Вот, это было на митинге. Объявили об этом на митинге. Ну, до этого так, конечно, разговоры были, что вот надо дать имя, изменить имя на Халид, Гилаева Руслана, там уже изменить имя на Хамзат. Да, это во время Первой войны было, 95-й год. Карим Ахадовец, Шамиль Басаев умер? Спрашиваешь ты. Шамиль Басаев, я скажу, не умер, а погиб. Воюя против оккупантов. Джахар Дудаев, все будет хорошо. Иншаллах, иншаллах. Конечно. Так, я хочу найти одно сообщение тут. Асад Аурбиев, за тобой пошли бы 5 000. Брат, я не знаю, куда идти, куда пойти. И кто ты, который ты пишешь мне, я не знаю, кто ты. Я никого ни к чему не призываю. И находясь тут, я и не имею права призывать. Я скажу. Наоборот, я буду рад, что если будет сохранена хоть одна жизнь нашего народа. М.А. Безмерное уважение к мужеству и достоинству Анваса. Но хочу сказать, что именно поход Басаева в Дагестан дал повод России начать вторую войну. Не было бы похода, война, может быть, и не была бы тогда, короче. Я говорил, еще раз скажу, вторая война была запланирована в 96-м году. То есть в Кремле сели, уже прикинули такой сценарий. Вот мы отомстим чеченцам за позорный проигрыш во время Первой войны. Так что, если бы Басаев или там другой пошел бы, не знаю, в Дагестан или куда-либо еще, война по-любому началась бы. И это не причина. Если они считают это причиной, то есть они должны были возмутиться в адрес там того же Багаудина, Хачилаева, других, которые начали боевые действия уже в самом Дагестане. Не Басаев начинал это. Так что я еще раз повторюсь. Майк Тайсон, алейкум салам. Как ты думаешь, Кадырова бескровно может отдать власть, даже если Россия развалится? Все может измениться так, что он сам не заметит, что произошло. Вот что может произойти.
без крови, без ничего. В одну секунду Аллах может все изменить. Все изменить. Надо это понимать всем. И там тоже, чтобы помнили. Ягуар, я даже не понял, о чем ты. Да. Волк, ну, ты насчет Басаева написал. Да, да, тоже тебя понимаю. Ума еще Schweizerischen. О. You have the same nickname as my name, Salam Anzor. Brother, yeah, you are writing Anzor. I translated it into Arabic and I sent it. Did you see? I was busy today. I was translating one video from Russian to English. So I just published it. And I will work with this translation. I mean, the one you sent it to me. Thank you very much, brother. Асад Аурбиев, насчет лидера, за которым пошли бы. Ну, давай ты будешь нашим лидером, и мы за тобой пойдем. Не знаю, где ты, не знаю, откуда ты пишешь, кто ты. Не надо призывать людей к каким-то действиям. Вот Ибрагим Алханов. Это и так понятно, что они планировали. Ну, не для всех понятно, видимо, что тут человек, который задает этот вопрос, я про него, например. Вот, провокации шли и до Дагестана, обстрелы приграничных районов Чечни, сожжение таможенного поста в Кизляре, на Дагестане не все таки поймали. Да, я абсолютно согласен. Были провокации, были обстрелы вокруг нашей границы. То есть они даже уже вторгались на нашу территорию. Так что не мы виноваты во всех этих событиях. Джон Анзор, скажи, пожалуйста, говорят, твой отец Аслан Алиевич учился в школе очень хорошо, на 4 и 5. И в военном училище тоже. Ведь до сих пор его сослуживцы вспоминают его только с хорошей стороны. Да, это так и было. В военном училище, военной академии, артиллерийской академии. Он учился хорошо, языки, там, математика, алгебра, геометрия, все
очень хорошо учился. Когда другие его сослуживцы звали на выходных к себе там или куда-то пойти, поехать, там, скажем, пикник и так далее, он всегда отказывался. И даже дома сидел над своими книгами, вот, энциклопедиями, там, расчетами, подсчетами, чертил, писал. Ну, и набирал этих знаний, и эти знания пригодились, как мы знаем. Лена Гончарюк, завтра, 5 февраля, будет 21 год со дня массового убийства чеченских женщин, детей и стариков карательными войсками Российской Федерации в селе Алды, виновных в преступлениях в Гаагу. Согласен, да, я вначале об этом говорил, как раз начал с этого, что завтра такая трагическая дата. Нам надо вспоминать эти даты, напоминать надо тем, которые забыли, тем, которые не знают. Вот. Но еще надо сказать, что каждый день была дата. Имеется в виду, каждый день убивали людей. Убивали людей. Во время войны особенно эти бомбежки, целенаправленные бомбежки по убийству мирных жителей, зачистки, вот эти ужасы, которые вытворяли вот эти российские войска. Вот. Нам нельзя этого забывать. Нельзя. Да, мы говорим, что тяжело вспоминать, тяжело говорить. Конечно, тяжело. Но это трагические страницы нашей истории. Ягуар, Анзор, после всего, что произошло, скажи, как бы ты себя повел, если будь ты на месте отца. Я не знаю, вот, ну, без изменений не имею права. Так, ну, я не хочу вот представлять вот как бы вместо него и так далее. Я об этом вообще не думаю. Но никого не предал бы. Как мусульманин, как чеченец, вот так повел бы. Иншаллах. Дейси, ты считаешь, Хачилая был в сговоре с властью Российской Федерации, или он тоже не рассчитал силы? Есть даже, я приведу одну ссылку для конкретности. Сам Шамиль Басаев, который пошел в Дагестан по просьбе Хачилаева, позже высказывался, что Хачилаев его подставил. Потом оказалось, что он работает на ФСБ. То есть я словами самого Басаева это говорю. Лариса Масана. Насчет твоего вопроса, Ягуар, это очень трудный вопрос, но постарайся ответить, как бы ты повел бы себя. Нет трудных вопросов. Нет трудных вопросов. На любой вопрос можно ответить. Когда человек хочет сказать правду, вот, не соврать, это сложно тем людям, которые хотят врать или соврать, вот, им будет сложно отвечать на вопросы.
Я не считаю, вот, я могу сказать, да, я не знаю ответа, могу как бы признать. Так что, если есть вопрос, то я отвечу без проблем. Так что трудных вопросов нету, если ты говоришь правду. Ягуар опять, я уже давно с тобой общаюсь. Ну, еще раз скажу, если ты человек, то должен оставаться человеком до конца. До конца. И в какой-то крайний момент ты должен поступить по-человечески. Вот. И стоять на своем, имеется в виду на правде, на истине. Вот. Вот так я считаю. Маршо Дюшер. Велая братья, Нохчи, один народ, два республика. Да, я всегда это говорю, мы. У меня картинка, кажется, зависла, да. Кажется, картинка зависла. Вот, Анзор, сколько, Волд, Монг, Анзор, сколько лет сейчас было бы президенту Ичкерии? В этом году было бы 70 лет. 70 лет. Асад Аурбиев, я никого не призываю ни к чему, но просто нас много здесь, и сидеть бездействовать, разве это правильно? Да, всегда надо что-то делать, Даже вот, если ты что-то не можешь сделать или не в состоянии сделать этого, то сделай хотя бы дуа. Мы не говорим, что нужно какие-то, не призываем, тем более каким-то силовым действием, да, брать в руки оружие и так далее. Нет, нет. Валейкум ассалам, Исмаил, Франция. Алхамдулилlah, дик душадик. Волк. Ну да, это ты ему пишешь, тело Аслана не выдали. Нет, его не выдали. Не выдали его, а также других наших братьев и сестер. Многих не выдали. Многих. Эльджуклу Байрактар. Анзор, если не делать ничего, просто сидеть и говорить через интернет, как мы изменим власть в Чечне, как установим Ичкерия. Брат, если вот я сторонник того, чтобы всякая вещь или всякая идея, мысль обсуждалась. Я, например, со своей стороны открыт, готов с любым человеком, который искренне беспокоится за все эти события происходящим,
вот, обсудить новые идеи, там, существующие идеи, к примеру. Вот. Мы должны с этим работать. И дальше уже Всевышний нам поможет и в остальном. Толом брицас, мух и бака, анти бака. Действие нужно, действие. Джон, Анзор, правда, твой отец говорил, что он присягал советской армии, но не российской. Как-то в одном интервью он сказал, мне нравилось жить в СССР. Я эти слова не помню, честно тебе скажу. И то, что касается его присяги, да, действительно, он присягал Советскому Союзу, как и многие чеченцы, которые были в армии, офицеры, солдаты, они присягали Советскому Союзу. И мне там года, 2 года, что ли, не хватило, чтобы быть в советской армии, пойти в советскую армию. Я тоже присягнул бы этому Советскому Союзу. Мы из тех, которые носили эти значки октябренка, комсомольца, галстуки красного. Да, мы из тех. Прошли через это. Но, алхамдулилlah, сегодня этого нету. Сегодня нету. И, как я раньше показывал, у меня даже есть его военный билет, другие документы. То есть военный билет Советского Союза, а не России. Он России не служил. Он вернулся в Чеченскую республику Ичкерия, когда советская армия начала убивать народы в Литве, в Азербайджане, в Грузии, в Ингушетии, вот, там, Осетия и так далее, и так далее. Все мы помним эти события. Он решил вернуться домой. Великолепный, говорит Анзор, короче, ага. Юлия Вич, Халавир, выехал от души. Сухого уж молодец. Мильвич и Халавайла молодец. Ор, начи, Саханюк, Илам Ханюк. Война Илами, Царнаюкай. Так, Масара, Жоп, Далвиштук. Жоп, Далвиштук, Шалидин, что Хумнаха, Эльду, Хумнаха, иншаллах. Я на нашем испанском извиняюсь. Эльджуклу Байрактар, Анзор, я абсолютно тебя ничем не упрекаю, твой отец нам всем пример. Нам просто нужен лидер, за которым пойдет народ умный, который из мировое сообщество приведет нас к независимости. Брат, что нас приведет к независимости? Наше терпение, если мы в первую очередь будем терпеливы друг к другу, между собой даже. Я вот в последнее время замечаю, что у некоторых это прорывается, они переходят границы, затрагиваются ненужные темы, абсолютно ненужные темы.
И начинаются споры между нами. Споры между нами. Надо искать это терпение. В первую очередь среди нас. А дальше все остальное по воле Аллаха. Иншаллах, это независимость, свобода, гарантии безопасности, они будут со временем. Мы не знаем, что произойдет даже завтра, но мы должны быть готовы в любой момент, готовы быть к завтрашним этим событиям. Вот, в любой момент. Ланд. Мой папа служил с 1966 по 1969 год в Германии. Конфликт СССР против Чехословакии. Там много чехов убито в 1968 году. Ну да, не только в Чехословакии в то время. Советская армия, помню, пражские события, да, то есть Чехословакия, и они то же самое вытворяли в Венгрии, в разных городах Венгрии. В Венгрии они отстояли свою свободу в то время. Амир Амирович, Анзор, как ты думаешь, чего вы достигнете своими разговорами, на что вы надеетесь? По моему мнению, вы ничего не добьетесь. Амир Амиров 0,95. 0,95. Это твое мнение, твое личное мнение, и каждый человек имеет право на свое мнение. Добьемся. Это не только разговоры, это обсуждение. Вот. И этими, как ты говоришь, разговорами, обсуждениями мы приносим, я считаю так, что приносим какую-то на пользу. Мы пытаемся говорить правду, мы не врем, не собираемся врать, мы не из тех, которые врут и оскорбляют кого-то. Нет. Мы работаем с историей и никому не позволим ее изменить. Вот что я говорю всегда. То есть моя цель такая. Нет, я там чего-то там не добиваюсь. Нет, я исполняю свой долг перед Аллахом, перед народом и так далее, и так далее. Хардстаг, да, я ж поэтому улыбнулся, что когда увидел 0,95. Чтобы наша молодежь знала, что такое 95. 95, я скажу, чтобы появился этот ярлык 95 и тот флаг, который есть у них, чтобы они появились. Россия убила много чеченцев. И я считаю это ярлыком. Как найти, как ты пишешь,
в любом случае мы видим друг друга, и все эти разговоры дают надежды всему нашему народу. Так, чтобы не погас огонь надежды нашего народа. Ну, я говорю, я вот именно сейчас, я просто общаюсь с вами. Мне было бы вообще вдвойне, втройне приятно, если бы я вас видел бы. Вот. Я лишь общаюсь с вами, делюсь своим мнением и читаю ваше мнение. Мне это все интересно. Так, леди 1974, ну, вот, ты тоже пишешь, и должен будет станцевать, типа, про меня. Нет, Анзор не танцует. Нет. Рюст, Бельгии, или как это читается, на каком языке читается, я-то могу прочитать. Вот, Анзор, нужна ли в Европе единая диаспора для войнахов? Да, было бы хорошо. Было бы хорошо. Ну, какой-то единый центр, скажем так. Это бы больше сблизило бы нас, и меньше было бы разговоров всяких, если бы мы почаще встречались. Нам нельзя отдаляться друг от друга, нельзя. Я именно про войнахов как-то написал. То есть войнах и наши братья ингуши, чеченцы. Вот. Нам было бы на пользу это. Имя, фамилия. Анзор, извини за вопрос, возможно, он тебе неприятен, но хотел узнать, правда ли, что Аслан Масхадов приказал своему телохранителю его застрелить, чтобы не попасть в плен. Я как есть скажу. Он по этому поводу советовался с Абдулгалимом Садулаевым. Вот. А что, если вдруг окружат, если будет такая ситуация, обстановка, что вот-вот человек, ну, имеется в виду президент, попадет в руки врагу, что можно сделать в такой обстановке. И это обсудилось, было принято решение, да, действительно, и я скажу, что до этого отец, наш президент, вот, он носил, как называется, пояс носил. Но потом снял его, ну, разговоры были такие, да, были такие разговоры. Обсуждалась эта тема. То есть, по-любому, не попасть в плен, в руки оккупантов. По-любому. Он всегда говорил, что не даст врагу, российским оккупантам, трогать себя, будучи как бы живым. Да. Стей Тассел, как тебе удалось сохранить все эти видео на канале? Я показал бы, сколько у меня их еще. Очень много. 20 лет
работы, 20 лет работы. И по сей день собираю, и даже вам могу сказать, если у вас есть, может быть, есть дома какая-либо кассета, разные события, то попросил бы вас связаться со мной, дать эти материалы. Иншаллах, они будут использованы для нашего всеобщего дела. Иншаллах. Так, опять отстаю от ваших комментариев. Alper Rend Anzor, how are you? What are you doing? What's your job? Oh, I'm fine, Alhamdulillah. I hope you are fine too. Yes, I'm working. I was working always, and now, as you can see, I'm having this project, so I'm working in this project too. But the other things, I will not to discuss it in here. Он спрашивает, чем я занимаюсь, что я делаю. Коротко ответил ему. Скала. Никто не думал, что победа будет в 96-м году. А вчера была, и сейчас подождем. Вечно на штыках сидеть нетрудно. Все изменится, я уверен. Иншаллах, изменится. Я помню 96-й год. Валлахи, даже помню те мысли. Вокруг российские войска, мы находимся где-то там в окружениях. Я помню, мы выходили из Шали, как-то Шаманов окружил этот город. Вышли на Мескерют ночью. Потом другие окружения попадали. Вот. И в то время вот многим даже казалось, что вот нас загнали в горы, а что делать дальше, да, мы ведем партизанскую войну и так далее. Но в один прекрасный момент мы объявляем, что уже готовимся к этой операции по захвату, освобождению Грозного. Начали водить наши группы по ночам, вот ночью, в эти дни, и захватили Грозный. И вот, скажем, за один день все изменилось. Все изменилось. Сельджук клуба Байрактар Анзор на каком-то митинге в Джахаре, когда одна женщина Масхаду, да помилует его Аллах, сказала, ты говоришь про кожаную куртку. Да, действительно, так и было. Был митинг в поддержку президента, рядом еще один митинг стоял. Пришли эти люди и начали как бы провоцировать. И одна женщина обратилась к Масхаду, вот, мол, на тебе куртка кожаная, а у нас ее нету. То есть разные провокации были. И то, что ты говоришь, да, действительно, он взял эту куртку, снял себя и отдал этой женщине. Были люди, которые провоцировали народ.
ингуши, грузины, настоящие кавказцы. Мы братья. Мы братья. Амир Амиров 095. Ты клянешься Аллахом сейчас. Я помню Ичкерию. И помню, что это был полнейший беспредел на каждом углу, наркоманы и так далее. Да я этого не видел. И ты сейчас поклялся Аллахом. Ну, наркоманы всегда были. Была такая проблема, всегда существовала. Еще, скажем, при Союзе это было, в Советском Союзе. Вот. Да чтоб там в то время не было, простой человек, даже в такой ситуации, послевоенной, когда и работы нету, и в республике нет денег, и блокада, и провокации со стороны России, все это было. Вот. В то время люди дышали свободно. Вот я буквально сейчас только что сказал, на митинге подходит президенту и на «ты» вот так обращается и говорит: на тебе кожаная куртка, а у нас ее нету. Наш президент в то время отдает эту куртку этому человеку, женщине. А попробуй сейчас это сделать. Потом заберут родственников этой женщины, пойдут тут вышесказанные, будут показывать на этом вышесказанном канале ЧГТРК, и эти родственники будут извиняться, что она, такая женщина, посмела сказать такое. Вот что было в то время. Свобода была. Свобода слова, мысли. Таких притеснений, унижений, которые сегодня есть, не было. Не было. Но есть сейчас. Вот. В такой самой извращенной форме. Так что такие, как ты, как я вижу, могут клясться Аллахом. Нельзя такого делать. Нельзя только говори. Леди 1974. Учись танцевать, времени мало осталось, скоро поедем домой в наш свободный даймок. Еще раз повторяюсь, я не танцую. Я даже не помню, когда я танцевал. Амиру, еще раз повторюсь. Вот ты пишешь, какая свобода при Ичкерии, люди боялись ночью выйти на улицу. Вы помните, как на Зеленом базаре наркотики продавались, все такое, и так далее. Ну, читать даже не хочу тебя. Ты хоть сам видел? Ты видел сам? Не думаю. Я могу поспорить с любым из вас на эту тему, что было раньше и что есть сегодня. Просто мне придется уже называть конкретные имена. Я не люблю называть эти имена. Отвращение. Поэтому. Я еще раз повторюсь, таких унижений в то время не было. Люди сейчас даже, вспоминая те времена, им больно вот вспоминать эти времена. Хорошо. Асад Аурбиев, свобода без борьбы возможно? Возможно. Но
имеется в виду, что даже то, чем мы сегодня сейчас занимаемся, это наша борьба. Чем это не борьба? Джихад ты можешь делать даже рукой, ручкой. Или просто даже сделать дуа у Аллаха, просить, чтобы Он помог нам. Это тоже борьба. Амир Амиров, еще раз скажу, я более чем уверен, что ты сам не видел этого. Ты пришел, зашел просто потроллить. Вот именно, и сам Мамаду написал тебе, а ты хотя бы был в Ичкерии в те времена. И мне даже интересно знать твой возраст. Анзор, у тебя есть какие-то эксклюзивные видео из Второй войны Гилаева и Арби Бараева? Из Второй войны про Гилаева у меня есть то, что он возвращается из Грузии в Ичкерию. И все. А про Арби Бараева, да, есть у меня материалы. Про Арби Бараева тоже. Чеченский абориген Анзор, Россия проиграла в Первой войне, потому что деньги закончились. Это так? Нет, конечно, не так. Не поэтому. Не поэтому. Сама обстановка в России в то время нам помогла, но в первую очередь по воле Аллаха, а затем уже сама обстановка и события в столице Ичкерии, вот имеется в виду по освобождению столицы. Вот что помогло. Ва алейкум ассалам, КМС Вольник. Алхамдулилlah, Шадик Дидо. Аллах рейсвил. Чеченский абориген. У меня есть видео, фрагмент, выход Арби Бараева из Грозного. Это кассета или как? Как тут, как найти Анзор? Теперь Кадыр может устроить такой же спектакль с курткой на камеру. Да, я даже видел такой же спектакль с цыпленком. Вы все помните фотографию Масхадова, вот так у него на руке цыпленок. И вот тот тоже пошел фотографироваться с цыпленком. Я могу представить, что и сейчас даже пройдет операция по вот, с такой кожаной курткой.
Бенойн. Что вы знаете об Иса Аюбов? Иса Аюбов Истейпа Беной. Аллаха Заткобал Дойцун. Аллахи просто не передать словами. Действительно, патриот своего народа, мужественный человек был, мужественный воин. Он был помощником Масхадова, помощником начальника главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Аюб был Иса Майкантвар. Он погиб во время боев, штурмов Грозного, в центре Грозного. Кажется, Сурусмартана он был. Сурусмартана. Вот. Клобал дальше. Вот. Айсу я знал лично еще с 93-4 года. Джахар Дудаев, вот ты пишешь, Амиров 0,95. Ты лучше расскажи про нынешний беспредел в Чечне, как там над народом глумятся наместники России. Ну вот именно. Пускай говорят об этом. Вот. Пускай даже вспомнят слова Кадырова, когда он сказал, лет 20 тому назад, примерно так, о событиях в поселке Новой Алды, когда убили около 100 мирных жителей. Он тогда, Кадыров, сказал, ну и что, убили 100 человек. Вот. Пускай вот такие вещи обсуждают. Я это к тебе говорю, Амир Амиров 0,95. Герой там чего. Ибраим Алханов, вот ты пишешь, первая война была относительно мужская со стороны России. Они шли в лобовую, за исключением авиации, артиллерии, а во вторую Гитлер отдыхал. Ну, то, что шли в лобовую, это было они, российские генералы, вот, пускали своих подчиненных, военнослужащих, солдат и офицеров, вот тупо в город послали. Вот что, а не то, что там мужество и так далее. Вот. В то время тоже проводили зачистки, использовались кассетные бомбы, снаряды. Я тут на канале показывал, выставлял это видео. Авиация обстреливала колонны с беженцами. Вот. Колонны с беженцами. И бомбили кварталы с мирными гражданами. Но этот превзошел всех, Путин, и Ельцина, и, как ты сказал, Адольфа. Одинокий. Валейкум ассалам. А что флаг у тебя без волка? По-моему, у Ичкерии волк нарисован не в обиду только. У меня сейчас, секунду.
Волком тоже есть. Волком тоже есть. Так что есть волк. Вазиль Криков. Да, жду вопроса. Если я на что-то не ответил, повторите, пожалуйста. Так. Сейчас справедливая истина. Интересно узнать мнение чеченцев о том парне Джумаеве. Что бы там ни говорили плохого в адрес этого парня, пацана, я считаю, мы считаем, чеченцы считают, что этот мальчик, он молодой парень, он мужественный парень, он герой, вот, он герой. Ну и сделал то, что должны были сделать другие, я так скажу. И еще добавлю, что те люди, за которых он постоял, которые находились с ним рядом, не должны были отдавать его, должны были постоять за него. Вот. Я считаю его молодцом, мужественным парнем. И надеюсь, что его отпустят. Надеюсь. Aquela macera bodal это. Петер Гриффин, валейкум салам, брат. Мы не могли, а вы не могли бы сказать, сколько солдат участвовало со стороны Ичкерии в первой и во второй войнах? Это не знает никто, не знает никто. Точных цифр нету. Будут называться примерные цифры, но во время таких самых сложных дней, таких боевых действий, скажем, как оборона центра Грозного, против этого штурма оборонялось пару сот человек. Вот. Вы, может, это не поверите, но это правда. Я сейчас точно не помню, сколько там, 200, там, 300 активных бойцов, которые действительно ударили по хребту российской армии. Конечно, война шла и в других направлениях. В Заводском районе, и там в Старопромысловском, в других городах, селах. Ну, в общем, пару тысяч вот так активных бойцов. И были, конечно, добровольцы. Были малочисленные группы, которые проводили, как говорят, партизанские вылазки, вот, нападали.
Ну да, Вазиль, так, Криков, я сейчас, ты, кажется, хотел спросить, у тебя, что-то я сейчас не найду, у тебя уже другие, как и у меня, почему так? Это про что интересно? Звезды, которые внизу волка были по-другому, это что так? Ну, звезда есть звезда, какая разница? Я так говорю, шутя. Да, вот что я хотел сказать. Да, Джумаев красавчик, то, что я сейчас буквально недавно сказал. Джумаев молодец. Вот. Он сделал то, что давно должны были сделать другие, я считаю. Я сейчас на чеченском скажу. Так, АМ пишет, мне очень понравился твой комментарий. Амиров, Дейла, Валда, Ичкерин, Силахари, Кикамява, Яшфир Вархо, Муах Бельчао, Юшуп. Ну, я тоже Суна Хитон. И сам наш, да? Цер Уайльнш Хитсло, Цер Погонш Хитсло, Седовчи Хитсло. Вот. Царь хум Тадilla ищется, царя Иша ищется. Шнаха. Вот интересно тоже. Холодное лето. Анзор, добрый вечер. Из Кишинева. Знаю детей Ламбады, то есть Али, да. Живу с ними в одном городе. Да, я был знаком, лично знаком с Ламбадой. Это Али. Вот. И с детьми тоже знаком, переписывались. Вот. Было очень приятно читать ваши сообщения. Мансур ГБР. Анзор, в селении Толстой Юрт у Юсуповых Аслана Масхадова не было. Его привезли туда, его увели в другом месте, говорят очевидцы. Это правда? Нет, это неправда. Неправда. Сельджук Клубайрактар. Сельджук, да, Андор, береги их, придет время, ты дома у себя в кабинете повесишь, иншаллах. Иншаллах, наступит этот день. Иншаллах. Опять же, я на чеченском скажу. Вазиль Криков, так, ну ладно, на русском скажу. Ты насчет звезд на флаге. Ну, скажем, вот этот паспорт, да, на этом паспорте пятиконечные звезды. Пятиконечные звезды. Это паспорт
выдавался до, ну, скажем, после Первой войны. Мне больше нравится, вот так, если мое мнение насчет звезд Василия Криков, мне нравится, ну, скажем, как тебе, вот такие звезды. Это просто как мое мнение. Светин Андор, хочу, чтобы такие люди, как агитировали активнее нашу молодежь. Так, наверное, как-то агитировать, но, скажем, я по-другому как-то хочу это слово использовать, сказать, вот, разговаривать, общаться с молодежью, и не только с молодежью, между собой. Вот. Это мы должны делать. Мы не должны забывать. Мы забудем нашу историю, переделают то, что сегодня они делают. А потом мы пожалеем. Сундайра. Поэтому мы должны быть активными. Все должны быть активными. Я вижу, что многим не интересна эта тема, там, событий 20-30-летней давности. Мне не любят вспоминать их. Вот я еще раз говорю, если мы не проявим какую-то активность, валлах, я даже поклянусь, потом мы пожалеем. Не только те люди, которые вот открыто высказываются, там я про блогеров или там другие люди, которые называют себя политиками, не только они должны проводить какую-то работу, и сам народ тоже должен проявлять какую-то активность. Важно. Чеченский абориген, что скажешь насчет героя России Эль-Мурзаева, Юсупа, да? Того, которого убили в 96-м году. Ну, я выставлял видео, то есть это уже было официальное мнение про убийство Эль-Мурзаева, имеется в виду. Россия пыталась возложить эту вину на чеченское сопротивление, вот, на чеченское руководство в то время, в 96-м году. Хотя это неправда. Не чеченцы его убили, не чеченцы. Именно про это я выставил это видео. Так. Я жил в Ичкерии, это были самые красивые времена. Все были равны, начиная от президента и заканчивая уборщицей в школе. Я бы был рад 1000 раз жить в Ичкерии, чем жить, терпя унижение так. Ну, вот я как раз об этом чуть ранее сказал. В то время люди жили, да, бедно, республика вся разрушена, все заводы, вокруг блокада, но все-таки была, чувствовалась эта свобода, вот, уважение друг к другу. Это было. Так. Завершим сегодня с эфиром. Хотел так поговорить, хотя я вас не вижу, я чуть не сказал увидеть вас, почитать вас.
Мне это очень приятно. Вот. Бенуин, ты, который про Аюбова спрашивал. Флаг на твоей стене — это флаг твоего отца, верно? Это точно копия, идентичный флаг, какой был у моего отца. Эти два флага шила моя сестра. И один флаг мы отправили, ну, домой отправили. То есть это второй флаг. Я хочу до конца просмотреть, но через 5 минут пойдем. Через 5 минут пойдем. Света Светина, Анзор, пожалуйста, проводите стримы пораньше, если это возможно. Я постараюсь, иншаллах, постараюсь. Насчет тейпа уже ответили, доктор. Воды побольше масло. Чеченский абориген насчет того, кто умер под музыку. Вспомнил этот день тоже, да, 9 мая. Да, это они. Танцуют, прыгают, веселятся. Ну вот, еще раз, теперь уже заканчиваю. Мне просто до завтрашнего дня вот хотелось выйти вот так на связь, в эфир, найти время для эфира. Почему завтрашний день? Еще раз повторюсь, завтра, то есть 5 февраля, российские оккупанты провели зачистки села Новые Алды, убили около сотню мирных жителей, женщин, стариков. Ну, сейчас не буду перерассказывать, как они все это делали, в самой ужасной форме, даже похуже того, что нам показывали в каких-то фильмах, как фашистские там захватчики прочесывают там села, населенные пункты. Тут эти российские оккупанты делали это похлеще, в самой жесточайшей форме, сжигали людей живьем. Allah dekal boyluş masu Allah razat кобалды масейра яргар боюш вы вежри ежри букош. Это все наши братья и сестры. Пусть Аллах помилует их. Дикция дацавезвы, мы не должны забывать. Вот такие дни должны говорить о них, напоминать. Даже вот молодежи, рассказывать им. Это наша история. И до того, как ответить на последние вот вопросы, еще раз повторюсь, я хочу, чтобы вы проявляли более там, свою активность, в любом направлении, что касается вот события там. Вот. Это нужно всем, нужно для нас всех. Вот. Мы должны быть более активными.
давала рейс Масана. А сейчас я быстренько просмотрю, что какие вопросы были у вас. Иван Иванов, постараемся. У меня на то были причины по замораживанию этого проекта, как бы. Ну, я еще, вот как сейчас сказал, я хочу, чтобы вы тоже все проявляли активность. Я еще раз повторюсь, что готов к любым совместным идеям, совместной работе, без разницы, будь то чеченец или не чеченец, потому что это нужно для всех нас. И сегодня то, что я вижу, происходит в России, да, что люди встают, например, я про русских говорю сейчас, русские высказываются, да, это тоже интересно, да, это хорошо, в первую очередь для них самих. И что еще, вот я заметил, что появляются люди, которые хотят высказаться. Например, появился в YouTube появился проект НЭП Прага. Вот, очень хорошие люди, их зовут Инна и Андрей. Вы, наверное, видели их. Вот, они начали свой проект, вот, и появляются такие люди, это очень хорошо для всех нас. И для русских, и не для русских, для чеченцев, для всех. Все мы должны работать, не останавливаясь. А меня долгяч массана дуется. Так. Всем всего хорошего, как сейчас написали, мира вам. Иншаллах, по воле Всевышнего все будет хорошо. И дай Аллах, чтобы этот мир и спокойствие быстрее наступил, и справедливость. Аллах, рейсвуль масана, адиквер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Арису. Насырян. Аллаху.